давних времен на территориях, что относятся к современной Удмуртии, жили бессермяне. Кто же они такие и откуда? Вопрос до сих пор остается открытым. Одни исследователи относили их к финно-угорским племенам, другие считают, что это остатки булгарских колоний, то есть народ тюркского происхождения. Сегодня 96% бессермян, а это чуть более 2000 человек, проживают в Юкаменском, Ярском, Глазовском, Полезинском и Красногорском районах Удмуртии, в основном в деревнях. Живут компактно, сохраняя свою культуру, язык и традиции, а потому всегда вызывали интерес со стороны соседей – русских, татар и удмуртов. Так какая же она, жизнь на бессермянской стороне? Мы предложили разобраться нашим ведущим – Роману и Максиму. Всем привет! Меня зовут Рома, и я расскажу вам о культуре бессермян. Вместе мы познакомимся с историей и традициями этого малочисленного народа России. А я Максим, журналист, и я познакомлю вас с главными событиями бессермян этого года. Итак, Романа уже встречают в деревне Ворца, где в мире и согласии многие годы проживают русские, удмурты, татары и бессермяне. Добро пожаловать в наш бессермянский мир. Yeşeş bureş gaşana konos. Baştalı kabistan beşerman poşosmez kudis nimaşke balam. Чечеш буреш? Вы коркада прыжком. Не успел Роман приехать, а уже попал на обряд новоселья. Все как в старые времена. Весело, шумно, с песнями, переносом домового из старого жилища в новое и подарками, среди которых деревенская утварь, что в хозяйстве пригодится, ткани для украшения дома и угощения для большого хлебосольного стола. Обязательно в этот день хозяева благодарили всех, кто помогал дом построить. И чаще всего это были все соседи по деревне. А в доказательство, что бессермяне и трудиться, и веселиться умеют на славу, разудалый танец чепышак. Кто же кого перетанцует? Бессермянские старожилы или наш Роман? Решайте сами. Пока же Роман занят танцевальным батлом, Максим успел добраться до села Ёжево. Мы находимся в селе Ёжево Юкаменского района. Здесь проходят гонки на мотоблоках. Летом 2022 года в селе Ёжево Юкаменского района Удмуртии прошли вторые межрайонные гонки на мотоблоках. 10 участников преодолели около километра трассы с препятствиями. Помимо хозяев мероприятия, испытать свои силы приехали гости из Ярского и Глазовского районов. Соревнования прошли в 7 этапов: прокатить тюки, перекати рулон, езда змейкой, стрельба по мишеням из положения стоя, довези буратино, переправа и эстакада. В 2023 году организаторы планируют сделать гонки республиканским мероприятием. Посидели, подумали, надо что-то интересное сделать для нашего села. Почему нам не провести гонки на мотоблоках? Мотоблоки в нашем, в каждом селе, в каждой деревне, в каждом дворе. Поэтому, как вариант, давай. Решили, давайте попробуем. Да, Максим, и современным бессермянам есть чем нас удивить, а еще научить. Вот Роман уже нашел общий язык с местной живностью. А пока он только готовится провести завтрашний день как настоящий сельский житель, давай послушаем настоящее богатство жителей деревни, старинный бессермянский напев под названием «Крещ». Жали, росами давно, ой,
Вот так ярко и необычно прошел для наших ведущих первый день знакомства с бисермянской культурой. Что же будет дальше, расскажем в следующем выпуске. Оставайтесь с нами.